Пока только 4.
открывается. Сейчас. Курите
Тормоши. Вышли в эфир? Можете. Слышат, видят, да? Жалко, что мы не видим противоположную сторону спикера нашего главного. Можем тоже видеть. Да. Нам самое главное видеть. Да, отлично. Угу. Вот, да. Уважаемые коллеги, думаю, мы можем начинать. Уважаемые коллеги, Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы, Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования приветствует вас на одной из площадок первой Всероссийской научно-методической конференции «Обеспечение качества исторического и обществоведческого образования в условиях реализации в ГОС». И сегодня второй день нашей конференции. Только что завершилась работа в историческом парке «Россия. Моя история». Это 4-я площадка, согласно нашей программе конференции. И на этой завершающей, можно сказать, итоговой 5-й площадке мы начинаем работу совместно с нашим главным спикером, да, с Федеральным институтом педагогических измерений, по обсуждению темы «Перспективы развития и оценки качества обществоведческого образования». Я с удовольствием представляю всем участникам нашего главного спикера, гостя нашей конференции Лескову Татьяну Евгеньевну. Вы все ее прекрасно сейчас видите, узнаете, поскольку она неоднократно у нас была, за что ей огромное спасибо. И сейчас с удовольствием откликнулась, радушно откликнулась на наше предложение, за что мы ее благодарим. Татьяна Евгеньевна Лескова, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений, руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию. И я должна вкратце сейчас, наверное, представить и других участников нашей площадки, да, немножко ввести в такой курс дела, какие вопросы мы хотели бы сегодня обсудить. С нами сегодня, безусловно, учителя истории обществознания. Это ученые, преподаватели методики обучения обществознанию. Пока вот мы видим только нашего университета, да, но вполне возможно сейчас подключатся и другие коллеги, потому что процесс подключения идет. Мы видим Краснодар тоже здесь. Татьяна Евгеньевна с нами. Вот. Точно также с нами и представители Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования Республики Башкортостан, потому что точно знаю, что Светлана Викторовна Антипина должна подключиться. Светлану Викторовну не вижу, может быть, в процессе. И с нами начальник отдела государственной итоговой аттестации Байрамгулова Гульфатиховна тоже. Да, здравствуйте. С нами директора школ, психолого-педагогических классов, которые открыты на базе нашего университета с 1 сентября, и мы тесно сотрудничаем с ними. Это Михеев Андрей Владимирович, и это Ганеева Насима Рафаиловна, ее заместитель Колесникова Елена Владимировна. Ну и, конечно же, наши студенты, практически выпускники, те, которым не безразличны эти вопросы, которые буквально без 5 минут, как мы говорим, будущие учителя истории обществознания. Сейчас они находятся на практике, наш 5-й курс, и по возможности тоже подключаются. Вот это те, кто сейчас с нами участвует. Ну и сейчас со мной, безусловно, это
исполняющий обязанности заведующего кафедры обществознания, права и социального управления нашего института, университета, Мусифуллин Слават Ришатович, кандидат педагогических наук. Я с удовольствием его представляю, поскольку вы прекрасно знаете, уважаемые коллеги, что кафедра достаточно давно и долго занимается вопросами методики преподавания и, безусловно, вопросами оценки качества обществоведческого образования. Поэтому не случайно и коллеги с этой кафедры тоже подключены сейчас вот в нашу уже виртуальную площадку. Но не буду, наверное, задерживать и тянуть наше время. Да, вопросы, которые вынесены на обсуждение в программе. Программа есть у всех практически участников. И, конечно же, Татьяна Евгеньевна, мы, безусловно, и наша учительская общественность ждут тех, наверное, информации о тех изменениях, которые грядут в ближайшее будущее в ЕГЭ, и не только в ЕГЭ, вообще в системе оценки качества нашего обществоведческого образования. Тем более, что за последнее время мы часто слышим различного рода реплики, да, в адрес единого государственного экзамена, но мы понимаем, что в этом году, в 2022 году, вернее, впервые 11-классники будут выпускаться по новому в ГОС. Это тоже своего рода ответственность определенная, которая лежит на учителя в данный момент. И, конечно же, очень хотелось бы из ваших уст услышать все эти моменты. Татьяна Евгеньевна, вам слово. Так. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я действительно очень благодарна за возможность принять участие в такой замечательной конференции. К сожалению, действительно, мы, как говорится, планировали, что я приеду лично, как всегда, поучаствую. Но мы вот сами видим, ситуация, которая нашей сейчас в мире во всем с этим ковидом, в общем-то, не дала нам такой возможности. Итак, да, значит, сейчас я только проверю, как у меня демонстрация экрана, да, вот так вот мне. Так, дальше что мне? Вот сюда, да? Да, сейчас мне настрою тогда просто, да, значит, и я пока, чтобы потом не показывать, да, так, будут видно только так, все, и вот, наверное, да, прошу прощения, потому что у нас здесь новая такая, да, студия, так, все, вот так вот, а как возвращать? Все, да, все, отлично. Все, еще раз приношу извинения за какую-то такую небольшую задержку. Итак, дорогие коллеги, сегодня, конечно, я хотела рассказать, тема, да, моего выступления – это развитие системы оценки качества обществоведческого образования в условиях реализации в ГОС, что нужно знать и уметь учителю. Безусловно, что тема такая, я бы сказала, глобальная, очень широкая, но, по сути дела, я, конечно, хочу сегодня, наверное, ответить на те вопросы, которые, я знаю, очень волнуют педагогов, хотя бы потому, что мне очень часто приходят письма с этими вопросами. Ну, первое, это, наверное, по ОГЭ, да, по 9 классу, что ждать, какие дальнейшие шаги. Следующий вопрос, это этот год, безусловно, да, какие-то акценты нужно расставить. И такой тоже вопрос, как вот та перспективная модель, которая была опубликована осенью прошлого года, и как она соотносится с тем, что мы сделали на 2022 год, да, что, как говорится, какие перспективы. Ну, давайте сначала скажем про 9 класс. Вы знаете, что новая модель была у нас как раз запланирована на 2020 год, новая модель ОГЭ. Но мы все прекрасно знаем, что нашего экзамена, в 2020 году вообще не было никакого экзамена ОГЭ. В прошлом году, вы знаете, что это были контрольные работы. То есть у нас такого широкомасштабного какого-то, широкомасштабной проверки, да, широкомасштабной апробации, ну даже не апробации, а в условиях реального экзамена не было. И наши, наверное, выпускники, это специфика выпускников именно этого года, они не просто первые, которые сдают по стандарту новому, да, ЕГЭ, но это и те дети, которые не сдавали ОГЭ. То есть у них еще не было опыта сдачи этого
вообще какого бы то ни было экзамена, но в условиях реального экзамена. Это вот те факторы, с которыми нам, конечно, приходится всем работать. Ну, что касается в условиях реализации в ГОС по основной школе, вы знаете, да, что у нас были одобрены стандарты, и которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Я хочу сказать сразу, что на данный момент мы пока придерживаемся той версии, что и на следующий год, да, мы не будем вносить никаких таких изменений в систему оценивания контрольно-измерительные материалы ОГЭ по той простой причине, что тот, кто из вас видел стандарт, вы обратили внимание, что там произошло прежде всего уточнение требований. Да? То есть те наши коллеги, которые, я знаю, беспокоятся о том, что говорят, мы только перешли на этот стандарт, и вдруг какие-то новые требования, пожалуйста, не переживайте. Новый стандарт, он выполнял задачу какую? Он выполнял задачу уточнения тех обобщенных требований, включения туда каких-то аспектов содержательного характера для того, чтобы более четко представлять, какие виды деятельности, что мы должны формировать у наших выпускников основной школы. Поэтому давайте по ОГЭ в этом году никаких изменений нет. Пусть вас не пугает, что появятся какие-то в следующем году изменения. Нет, этого не будет, потому что в этом году первый раз проведем, и, безусловно, мы, надеюсь, да, что проведем, что обстоятельства объективные позволят, и уже если будет корректировка, то это будет корректировка, связанная вот с условиями реального экзамена, там, может быть, в критериях и так далее. А так сама по себе модель ОГЭ для, значит, ОГЭ, она уже считается у нас, ну, скажем так, достаточно сформулированная, представленная, сформированная. Ну, как я уже говорю, мы ждем просто вообще этого первого реального экзамена, чтобы посмотреть, какие критерии как работают, и, соответственно, систему оценивания подкорректировать там, где это необходимо. Вот это то, что касается основной школы. Теперь то, что касается старшей школы и тех преобразований, которые были. Ну, во-первых, я не случайно вот этот вот включила слайд, свою иллюстрацию, да, иллюстрацию своего выступления, потому что, вы знаете, вот первая реакция, которая была, и она связана не только, конечно, с нашим предметом, но и вообще со всеми предметами, потому что, вы знаете, изменения произошли по всем предметам, это была реакция, да как вот вы можете, да вам делать нечего, вы меняете, у нас выпускники, они у нас ОГЭ не сдавали, нервы будут им дополнительно трепать еще и тем, что и модель новая для них. Ну, вы знаете, коллеги, я считаю, что это всегда немножко, ну, наверное, где-то от лукавого, да, потому что эти выпускники, они сдают экзамен первый раз. И в смысле, нормальный выпускник, он сдает экзамен один раз, да, но если там что-то там происходит на пересдачу. Поэтому, наверное, здесь все-таки, когда мы говорим о том, что детям сложно подстроиться под новую модель, мы говорим, наверное, прежде всего о себе, да, и о наших трудностях, о том, что нам придется перестраивать свою работу, свою методику подготовки, где-то делать какие-то акценты, да, другие в процессе изучения курса. Да, вот, то есть здесь, наверное, скорее всего, наши с вами, мы говорим больше о своих трудностях, хотя, безусловно, детям тоже непросто. Почему? Потому что мы их, ну, извините, да, мы их со своей стороны еще как бы подогреваем немножко и говорим им о том, что вот новая модель, там все такое и тому подобное. А для них она, в общем-то, все новое, потому что они первый раз сдают экзамены. Знаете, я в этом отношении всегда очень люблю письма от коллег некоторых, да, которые говорят, что это у вас там этот банк ЕГЭ, из года в год он не меняется, дети приходят и решают одно и то же из года в год, одно и то же из года в год. Ну, знаете, я однажды так, ну, я скажу, схулиганила, потому что, ну, недопустимо, я написала там, все ответила, объяснила, что банк ЕГЭ – это действительно инструментарий всех предыдущих лет, что там все задания, что он не имеет цель не столько подготовки, сколько и повторения, да, и неважно, если дети знают содержание, неважно, в какой форме они проверят, пусть проверят это в разных формах знаний. Ну и в конце я сделала такую приписку, я сказала, все-таки, уважаемая, там, не помню кто, да, значит, обратилась к вам, я надеюсь, что ваши выпускники, да, не из года в год сдают этот экзамен, я надеюсь, что они вас выпустились и все поступили, да, и больше уже ЕГЭ не сдают. То есть сказать, что детям все знакомо из года в год, все-таки, что кто-то у вас хотя бы и заканчивает
школу и не сдает бесконечные ЕГЭ по обществознанию. Так вот, коллеги, почему, еще раз я объясню, вот этот слайд, он нам наглядно показывает, почему перемены были неизбежны, да, и почему даже та ситуация объективная в мире, которая связана с ковидом, почему она тоже не позволяет нам отложить переход на новый стандарт. По очень простой причине, что у нас в этом году заканчивают школу те выпускники, которые изучали, проходили обучение в средней школе по новому стандарту. До 2021 года был федеральный компонент, и, соответственно, вот переход, это просто объективная необходимость, и ничто повлиять на это не могло. Значит, изменения, да, друзья мои, я вот сейчас сразу, да, хочу сказать, возможно, я еще раз об этом еще раз скажу, повторю эту информацию, но она просто очень важна. Вы знаете, вот я уверена, что большинство из вас уже, конечно же, познакомились с изменениями, то есть с теми документами, которые опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Но вот, дорогие друзья, я очень прошу вас внимательно посмотреть, вернуться еще раз, да, где-то во второй половине ноября. Почему? Потому что вы знаете, что был опубликован проект. Значит, а в чем отличие проекта от уже утвержденного документа? В том, что мы сделали какие-то изменения, да, мы показали их в стране. До 30 сентября было общественное профессиональное обсуждение. Мы, безусловно, внимательно прочитали все те замечания, которые пришли. Да? Мы вообще всегда очень трепетно к этому относимся. Для нас очень важна поддержка людей, поддержка тех наших начинаний. Я скажу сразу, и Оксана Алексеевна не даст здесь соврать мне, да, потому что она скажет, что так оно и есть, потому что Оксана Алексеевна, она не просто замечательный руководитель института, да, она член моей команды, моей, да, я так немножко говорю, нашей команды, вот, она входит в команду разработчиков, и она знает прекрасно, что когда что-то новое, да, это проходит рассылка практически и всем председателям всех региональных комиссий, я спрашиваю их мнение, я выслушиваю замечания, и я в общем-то, потом их вырабатываю, не думайте, что вот я, да, но понятно, что всегда, вы знаете, работает команда, а кто-то все это сводит, и я рассылаю всем, и уже потом мы обсуждаем и принимаем какое-то конечное решение. Так вот, здесь, наверное, первый вопрос, который такой вот хочется обсудить, вернее, хочется на него обратить ваше внимание. Да? Вот у нас есть перспективная модель. И многие, я знаю, в общем-то, там с содроганием смотрели на эту перспективную модель. И когда у нас прошло обсуждение, то основные замечания коснулись каких моментов? Первое – это была проблема, которая была связана с тем, что мы предлагали, вы помните, да, давайте условно назовем это микс, да, не традиционное разделение на две части, первая с кратким ответом, вторая с развернутым, а по сути дела мы предлагали в перспективной модели то же самое, что у нас сейчас в ОГЭ, да, то есть микс, где задания не по частям, а задания расположены в определенной такой, значит, логической последовательности, не связанной с форматом. Вот, и здесь, что я вам хочу сказать, когда мы с вами обсуждали и выносили на обсуждение модель ОГЭ, то есть, в принципе, она у нас по этому принципу построена. Вы понимаете, по идее, дети, которые выпускаются в этом году, они должны были бы уже с этой моделью познакомиться, соответственно, на ОГЭ. С форматом заданий, с форматом работы. Но поскольку наши дети оказались в такой ситуации, мы сочли крайне нежелательным, да, и прежде всего как дополнительный какой-то такой стрессовый элемент для наших выпускников, что они ОГЭ не сдавали, и вот сейчас, здравствуйте, на ЕГЭ они вдруг получат такой, в общем-то, новый для них формат. Поэтому мы отложили переход на эту модель. То есть мы считаем, что нам нужно подождать 2-3 года, посмотреть, как это на ОГЭ
сработает, да, чтобы уже привыкли дети к этому, да, и плюс в этом и всероссийские проверочные, которые тоже по такому принципу микса построены, подготовят, да, наших детей к тому, чтобы там в какой-то перспективе они и в экзамене ЕГЭ тоже уже столкнулись, ну, вернее, работали в таком формате. То есть, значит, просто вот первый ответ на вопрос, да, перспективная модель, мы не отказываемся от этой идеи, мы просто откладываем ее реализацию, посмотрим, как она у нас сработает на ОГЭ, в ОГЭ реальном режиме. Вот, то есть надо детей к этому готовить. Они не могут прийти, да, вот в старшей школе сдавать первый экзамен в своей жизни, да, государственную аттестацию в такой форме, поэтому мы от этой идеи отказались. Ну, потом было большое замечание, большая проблема была, это последнее задание, где план, и там очень возникло много вопросов. Помните, там была такая система оценивания сложной в перспективной модели. И вот нынешняя вариация, это как бы вот подход к тому, как мы видим это задание. Да? Это вариация из того, что было в перспективной модели предложено. И мы считаем, мы посмотрим, как она в этом году у нас сработает, и мы считаем вот ее на данный момент такой, в общем-то, наверное, наиболее подходящей для модели, для вот этого экзамена. Вот. Ну и, конечно, да, мы будем думать над тем, как нам преобразовать задание с диаграммой, то есть мы тоже будем ее уводить в развернутый ответ, но опять же мы хотим посмотреть, как у нас сработает это на ОГЭ, реальных условий, да, модель, чтобы понять, в какую сторону нам двигаться. Итак, да, значит, наверное, ответ на вопрос о перспективной модели 2022 года. Идеи перспективной модели, они по-прежнему продолжают оставаться актуальными, но в ближайшее время, я имею в виду, понятно, и 2022 год, и, скорее всего, 2023 год мы точно не планируем. Да? Я так почему говорю, потому что, ну, всякие могут быть решения какие-то объективные, но мы, по крайней мере, ждем, что у нас будет 2 года на то, чтобы посмотреть, адаптировать детей, адаптировать учителей, подготовить их вот к этой модели, ну, назовем ее модель микс, да, когда задание не по частям. Вот. Ну, наверное, такой вот вопрос, который тоже всем интересен. Ну, давайте непосредственно я сейчас расскажу о том, какие изменения, и, наверное, сейчас дам какие-то такие подсказочки, да, какие-то акценты, на что стоит обратить вам вот в условиях перехода к этой новой модели, на что следует обратить внимание нашим уважаемым коллегам. Итак, ну, значит, напоминаю о том, что проект был опубликован, да, прошло сейчас обсуждение, и на данный момент у нас проходят научно-методические советы. Мы все анализируем предложенные замечания, вносим правки, и уже где-то после ноября, значит, какой будет такой для вас маркер, да? Вы откроете демонстрационные варианты, ну, по всем там предметам, и увидите, если там уже нет слова «проект», если там уже есть подпись председателя научно-методического совета, то значит, это уже вот она боевая модель. Хочу сказать сразу, да, что не будет никаких изменений по структуре и по заданиям, то есть те задания все актуальны. Мы внесли, безусловно, определенные корректировки в систему оценивания. Да, при том, что я объясню, с чем это было связано, сейчас все тоже еще по ходу дела расскажу. Итак, мы исключили 1, 2 и 20 задание. Почему, с чем это было связано? Ну, это понятно, что эти задания, они перестали кого-то дифференцировать. Вы знаете, 20-е задание, оно просто уже у нас практически вылилось в то, что мы там, по сути дела, даже проверяли не столько обществознание, сколько знание русского языка. Да, потому что там очень большое значение уделялось и согласованию, и слов, и понятий, и плюс оно действительно перестало выполнять эту функцию дифференциации, потому что оно всецело зависело только от содержания того, что мы спрашивали. Да? Мы стандартно понимали, что задание, если оно будет поистине, то стандартно все его сделают плохо. Ну, оно хорошо сделает хорошую дифференциацию, да? Но основная масса его сделает плохо. Все остальные задания сделают хорошо, но это не есть основание, да, для того, чтобы очень низкий коэффициент вот этой дифференциации, он не позволял нам уже вообще распределять. Там была небольшая разница даже между выпускниками различных групп, да, то есть, которые анализ мы обычно делаем. Ну а 1, 2 задание, знаете, здесь тоже проблема была в том, что 1 задание, оно тоже утратило свой смысл как задание, проверяющее
смысл базовых понятий, потому что вот этот вот веер допусков, веер расширения, он действительно у нас стал очень большим, очень увеличился. И это связано прежде всего со спецификой нашего предмета, потому что машина, да, ну, наверное, надо сказать, что ту задачу, которую выполняло первое задание, у нас в более такой высокой квалифицированной форме выполняет задание 22. Задание 22 нынешнее, это задание бывшее 27. Вот это как раз 4-й пункт изменений. Максимальный балл за выполнение задания задачи 22 увеличен с 3 до 4 баллов. То есть мы посчитали возможным это сделать по той простой причине, что здесь, вы знаете, да, достаточно смотреть демонстрационный вариант, здесь фиксированный вопрос, четкий ответ, и все-таки в условиях проверки экспертами, да, есть вероятность того, что те дети, которые действительно знают курс, которые его изучали, у них будет возможность, соответственно, корректно выполнить это задание. И с учетом работы эксперта, эксперт засчитает то, что действительно имеет отношение к ответу на этот вопрос. Так вот, ну, следующее это задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения. Это было 10-е задание в 2021 году. Соответственно, оно стало развернутым заданием. Опять же, да, вы можете наблюдать, что оно изменилось по сравнению с перспективной моделью. И здесь я очень благодарна нашим коллегам, педагогам. Я скажу сразу, что эта модель была предложена одновременно несколькими педагогами из разных субъектов Российской Федерации. Модель была ими предложена, и мы вот ее воплотили в таком виде. Да? То есть это шаг вперед по сравнению с перспективной моделью, и это тоже, ну, скажем так, результат оптимизации этой модели, потому что та была действительно более такая, как это вам сказать, предлагаемая, да? Она была более, ну, на воспроизведение. А здесь заставит задуматься. Во-первых, это проверяем умение, соответственно, проанализировать график, потому что первый вопрос, он чисто вопрос по графику, да? Дальше объяснить ситуацию. И третий вопрос, мы предлагаем некий такой фактор, да, который будет у каждого задания свой, и там требуется вот действительно уже такое применение своих знаний, конкретной ситуации и творчески, да, где-то мы отходим от чисто репродуктивного уровня, творчески предлагаем здесь вот осмыслить и дать ответ. И при том, что это безусловное достоинство какое, то, что это достаточно краткое, такое объемное, не очень объемное задание. Ну, то, что мы с Ким удалили дублирующие друг другу по умениям задания, это тоже, я думаю, всем известно, мы их убрали, потому что все привязали к тексту. Да? Правда, в связи с этим возникли вопросы, и мы сейчас, у нас проходит экспертиза, приглашены эксперты из разных субъектов Российской Федерации. Вот у меня сейчас мы ожидаем приезда из Екатеринбурга эксперта, мы ожидаем приезда эксперта из Тюмени, да, которые приедут и тоже посмотрят. У нас уже были коллеги из Рязани, из Вологды. Вот, я надеюсь, что у нас в определенный момент и Оксана Алексеевна, да, приедет. Она принимает очень активное участие тоже. Вот, так что, если какие-то пожелания будут у башкирских педагогов, да, вы вот можете, значит, Оксане Алексеевне их передавать, она, значит, тоже мне их привезет. Ну или можете, как обычно, писать на сайт ФИПИ. Но лучше, наверное, когда вот какие-то такие групповые пожелания будут. То есть мы сейчас над этим работаем. Почему я сейчас об этом говорю? У нас какая проблема? Мы будем немножко сокращать тексты, потому что раньше у нас все-таки больше материала текста было задействовано. Да? Здесь мы хотим, знаете, вот, ну, какую сделать такую грань, да, провести, понимаете, чтобы этот ответ, особенно на первое задание, да, он был в явном виде в тексте, но в то же самое время, чтобы наш выпускник прочитал этот текст и сообразил, где ответ на этот вопрос. Да? То есть это не будет прям совсем коротенький текст, но он в то же время не будет таким объемным, как текст прошлого года. Друзья, опять же, я вам говорю сейчас про, как мы их называем для себя, боевые варианты. Но это понятно, да, потому что, наверное, уже вы и пособие будете видеть, и тоже демонстрационный вариант. Вы увидите, что достаточно еще такое объемное, да, сохранилось. В условиях реального экзамена мы будем работать над сокращением, вот, чтобы текст были немного покороче, но на абзац там поменьше, чем
за счет того материала, который мы там задействуем. Вот, ну, наверное, вот это вот уже подходим, значит, к пятому изменению. Я хочу сказать сразу, что отмена, отказ от нашего любимого альтернативного задания, требующего написания мини-сочинения, задание 29, знаете, он вызвал, я бы так сказала, двойственную реакцию. Первое, это были письма благодарности, что мы от него отказались, и в то же самое время, значит, было примерно такое же сначала, но по финалу, уже после того, как опубликовали модель 22 года, меньше их стало, да, письма ругательные о том, что это наше все, мини-сочинение, это просто прямо шедевр шедевров, и мы так творческую, сейчас мы детей, значит, от творчества отрываем, не даем им самореализоваться, не даем им там проявить их творческую инициативу. Итак, дорогие друзья, как я уже говорила, после публикации перспективной модели писем было 50 на 50. Кто-то благодарил, кто-то ругал. После того, как была опубликована модель 22 года, значит, благодарственных писем, скажем так, было больше. Ну, друзья мои, я уже писала об этом и в методических рекомендациях, и тот, кто из вас, возможно, уже прочитал во втором номере журнала «Педагогические измерения» за 2021 год, да, в втором номере журнала, наверное, прочитали наши с Ольгой Алексеевной нашу статью о перспективной модели. Значит, что происходит? Вообще задание мини-сочинения, оно действительно очень интересное, оно очень многогранное. Мы не отрицаем этого, да? И в то же самое время мы где-то для себя помним о том, что у нас ЕГЭ по обществознанию, вообще изучение нашего предмета, если вы помните, только на базовом уровне, хотя концепция была в конце 2018 года принята, и там мы, в общем, всячески говорим о том, что нам нужен углубленный уровень, да? Вот. Но пока это у нас его нет, и мы, конечно, вот эту модель мини-сочинений, мы как бы ее приберегаем, что если, ну, мы надеемся, да, мы с вами надеемся, что когда-то появится и углубленный уровень изучения нашего предмета, вот мы до тех пор как бы бережем эту модель. Вот. Что произошло на самом деле в настоящее время? Давайте, друзья мои, все, кто меня слушает, и положа руку на сердце, скажем, что творческий этот замысел, он был девальвирован за последние годы. Причем это, ну, это факт. Да? И с чем это связано? Это связано с тем, что действительно всевозможные пособия, как там подготовиться, там, написать 350 замечательных золотых мини-сочинений. К чему это привело? А привело это вот к чему. Я думаю, что коллеги-эксперты, которые слушают нас, они скажут, что да, это так. Вы знаете, вот мы получали огромное количество работ, причем там 16, 18. В этом году у нас самая большая работа была у ученика, 22 листа. Из этих 22 листов 18 было мини-сочинений. Причем, что там было? Это была большая работа. Там не было ни одной обществоведческой ошибки. Ни одной. Но там даже не было почти орфографических ошибок. Но, понимаете, там из-за чего? Откуда, как ко мне могла попасть такая работа? Как? Очень просто. На той стадии, когда возникает какой-то конфликт, и конфликтная комиссия субъекта Российской Федерации, скажем так, не может дать тот ответ, который волнует участника ЕГЭ, они обращаются на федеральный уровень, и мы просто это все перепроверяем. А конфликт был в том, что там была, как у меня же много написано, найдите там что-нибудь, да, когда работа была, ну, скажем так, оценена не так, как хотелось выпускнику. Вот. И я думаю, что многие эксперты сталкивались с тем, что бывает работы много написано, но они уже не соответствовали тому. Потому что, ну, к сожалению, я не хочу никого сейчас обидеть, да, потому что я очень уважаю труд педагогов, и я всегда говорю о том, что мы видим результаты вашей работы, да, мы видим, что вы, несмотря на порой даже на сопротивление и нежелание наших учеников что-то делать, да, вы, преодолевая это все, вы даете им те знания, которые они показывают, и мы видим вот по стандартным каким-то тем же по планам, по каким-то таким задачам, по раскрытию смысла. Мы видим, что уже как бы вот дети наши, выпускники год от года двигаются вперед. Вот. И тем не менее ряд практиковал как? Ну, ну у тебя там обязательно будет социология, раз ли там будет, значит, эта тема третья, да, 29.3, значит, ты выучил все про социализацию, и тебе это все, и будет тебе счастье, да. То есть что, он приходит,
Он видит, он выбирает, он даже не смотрит на остальные темы, допустим, он видит, цепляется к слову, которое там есть, и начинает его по этому поводу расписывать. Да? То есть это точно так же, как вот вы знаете высказывание, по-моему, Вольтера о том, что вне общества там не может быть морали. Да? То есть кто-то, я в этом году видела две прям работы спорные. Первое, он увидел вне общества морали, увидел слово «мораль», и начал нам все расписывать про мораль, да, то есть вот это мораль, вот у нее то же самое с правом, а вот правовые нормы такие, а моральные такие, и они этим отличаются. И дальше приводят какие-то примеры, вообще не работая никак на раскрытие темы. И когда он получает свой 0 баллов, естественно, крики о том, как я же вот столько много написал, и вот я писал про мораль. А другая группа детей, видимо, их по другим сборникам, да, готовили, они, значит, увидели там, соответственно, проблему социализации, и давай, социализация это, институты социализации, агенты социализации, социализация первичная, социализация вторичная. В результате тот же самый 0. И опять те же самые крики, как у вас же написано, что может быть в ином ключе. Да, в ином ключе, но ключ должен быть все равно на тему того, что содержится в том или ином мини-сочинении. Поэтому, в общем-то, друзья мои, от этого мы отказались. И это именно для того, чтобы дети испытывали, ну, можете верить, можете нет, меньше стресса, написав все и не получив то, что они хотели. Ну, задание с развернутым ответом по Конституции Российской Федерации. По этому заданию сейчас уже тоже есть много вопросов, которые связаны с тем, что изучать. Почему было введено это задание, как оно введено. Я тоже обо всем этом писала в метод-рекомендациях, опубликованных еще в конце августа на сайте ФИПИ. Я не буду повторять. Я просто сейчас вам хочу дать такое как бы небольшое, в условиях пока еще, наверное, не вышли сборники, на что обращать внимание. Вот смотрите, эта задача какая? Задача у этого задания заключается в том, чтобы не просто ребенок нам пересказывал, то есть там не будет названия там, «назови политические права гражданина», или «назови там нам что-то там, его права трудовые», или там будет задание на то, как ребенок осмысливает те или иные положения Конституции. Да? То есть наш выпускник – это молодой гражданин России. Да, по мере того, как ему будет там, исполниться 18 лет, 21 год, и я даже не побоюсь этого, 35 лет, да, его политическая дееспособность будет, конечно, безусловно, расширяться. Да? У него будут появляться новые какие-то политические возможности. И мы нашего гражданина Российской Федерации, молодого, готовим к тому, чтобы было понимание, что содержит в себе этот документ. Да? Например, там будут, к примеру, задания, какие возможности для реализации творческих способностей, какие гарантии для реализации в труде, какие возможности для реализации его как собственника различных факторов производства. То есть, понимаете, грубо говоря, прочитав это задание, ребенок прежде всего должен вспомнить, что такое фактор производства. Да? Хотя бы для себя капитал, что труд, предпринимательские способности, земля. Да? Какие у него есть в Конституции заложены, как у собственника факторов производства. Он вспомнит, ага, труд свободный, могу работать, выбирать по своему желанию. Предпринимательством тоже могу заниматься, если эта деятельность не запрещена законом. Земля у нас тоже в разных видах собственности. Да? И имущество он тоже может иметь. То есть, понимаете, здесь вся задача в том, чтобы, в принципе, задание получается интересное. Кто их видел, эксперты, да, они говорят, мы даже не думали, что это действительно будет, правда, новый взгляд на какие-то хорошо известные тебе вещи. И вы знаете, тоже очень много вопросов возникало, опять же, когда вы увидите проект, уже, вернее, не проект, а уже утвержденная модель, вы обратите внимание на то, что у нас там произошло, на то, что мы, скажем так, убрали это разночтение, да, потому что у нас в основной части было написано, что только по Конституции Российской Федерации, да, а в конце спецификации, что было написано еще и по законодательству Российской Федерации. Мы это такое дублирование, разночтение чисто техническое, мы его убрали, то есть только по Конституции Российской Федерации. Да, и, безусловно, будут, конечно, задания, которые касаются объяснения с опорой на текст того, что каких-то позиций, да, почему наше государство в Конституции, что означает суверенное государство, что означает
значит, федеративное государство, что означает, ну, то есть вот какие-то задания, то есть те традиционные, которые вы встречали во второй части, в первой части, да, в задании, здесь они тоже будут. Ну, еще, опять же, я хочу сказать, мы немножко здесь тоже еще и сделали такое, знаете, для чего? Потому что очень многие коллеги говорили, вот мы с детьми учим Конституцию, да, первую и вторую главу, и они в результате могут за это только 1 балл получить, и никто, как говорится, не хочет учить, не хочет знать. Ну, то есть мы здесь, знаете, мы всегда, ну, как бы сказать, это позиция нашей команды, моих единомышленников, соратников, мы всегда стараемся, знаете, все-таки как бы с одной стороны думать о ценностях, о идеалах, о формировании гражданской идентичности, и в то же самое время, чтобы это все еще, ну, такова современная жизнь, да, чтобы все еще и подкреплялось каким-то, ну, каким-то таким практическим, что ли, да, знаете, таким вот практическое подкрепление. То есть это ребенок, который изучает эти позиции, да, он не только, значит, будет понимать, осмысливать, какие у него есть возможности, там, потенциал нашей Конституции для реализации каких-то возможностей нашего ученика. Ну, еще вот такой вот, прежде всего, да, что, вы знаете, задание 3 балла. Да, все-таки согласитесь, 3 и 1 там, 4 первичных из 57, наверное, это тоже неплохо, да, то есть мы как бы и, знаете, хотим, чтобы у нас и мысли были прекрасные, и в то же самое время такое практическое тоже было подкрепление. Ну, возможно, значит, вот такая вот ситуация. Да, да простят меня те, кто только верят в идеи, и те, кто верит только в практику, да, что вот я что-то не так. Вот такое задание. Ну, друзья мои, значит, это составное задание, новое появилось, сразу отвечаю на вопрос. Писали дети, говорили, ой, а нельзя ли, значит, сделать задание по разному содержанию, а то вот я не буду знать, и как не знала, так и там знать тоже не буду, да, то есть вы меня лишаете возможности, значит, ну, коллеги, во-первых, надо изначально смотреть на 25-е задание не как задание, которое живет само по себе, а как задание, которое проверяет как раз вот это комплексное видение темы плана. Да? Это, вы помните, монстра, ну я воспринимаю тех, кто назвал монстром это задание в перспективной модели. Оно действительно было очень тяжелое. Там была вот эта громоздкая система оценивания, и там мы ставили вот тезис, сформулировали, понимаете, сразу же пошли письма, а как вот этот тезис, а если он не по тому и не туда. Здесь все достаточно четко. Четко написано. Тема определенная плана. Ребенок у нас сначала показывает первое умение какое? Обзорное видение данной проблемы. Умение структурировать, да, иерархию выстраивать, пункты, подпункты. И далее мы предлагаем какой-то тезис. То есть если в мини-сочинении это было завуалировано, и, как мы уже говорили, к чему это привело, что каждый видел то, что хотел видеть в этом автор какого-то там пособия или конкретно там, да, кто ребенка, значит, это воспитывал, то здесь мы просто даем какую-то идею. Откуда они берутся? Ну, друзья мои, я еще раз говорю, читайте учебники федерального перечня. Я вам честно скажу, что при подготовке мы опять же вернулись к учебникам федерального перечня, мы посмотрели некоторые формулировки, некоторые нам действительно очень впечатлили, и, по крайней мере, обоснование чего-то, да, обоснование необходимости политического там, многообразия, обоснование необходимости участия государства в регулировании экономики. То есть там ничего такого не будет. И, безусловно, подкрепление предметами. Какие основные вопросы по 25-му заданию? Какие? Значит, ну, первый вопрос, нельзя ли его отделить? Нельзя, потому что это задание изначально возникло как вот именно оно привязано именно к плану. И я хочу сказать, что я здесь благодарна, опять же, коллегам, замечательные. Это вот первая идея, мне высказали коллеги. Да, ну, не буду сейчас опять же говорить, да, а то другие обидятся, скажут, вот а нас не назвали. Вот, привязать к плану. Это первое, значит, нет, будет привязано к плану. Единственное, что мы здесь все-таки оставляем шанс, да, для того, кто вот прям совсем ничего не знает, в чем даже шаг вперед по сравнению с той же самой перспективной моделью, мы эти критерии сделали не связаны. То есть, грубо говоря, ребенок может не составить план, да,
и при этом он может выполнить 25-е задание и получить за это свои баллы. Это первое. Второе, значит, говорят, ой, дайте нам примерный план, мы не знаем, что там писать, мы не знаем, что там делать. Вот тут тоже одно из последних писем пришло, дайте вот куда нам ориентироваться. Ну, знаете, куда нам ориентироваться, это все закончится тем, что мы выучим то, что написано в сборниках. Вы знаете, в этом году я впервые столкнулась с такой проблемой, ну, потому что, наверное, у нас из-за того, что по-прежнему некоторые люди считают, что если я закончил там экономический вуз и не смог устроиться экономистом, да, или если я поработал, закончил юридический вуз, и у меня ничего не получилось, как там у адвоката, у там, прокурора, у полицейского или еще у кого-то, да, я могу, извините, освоить такую поляну, ну, извините за такие термины, потому что, знаете, друзья, вот, ну, я думаю, что вы уже чувствуете, да, что я уже начинаю такая-то заводиться, да, потому что, ну, действительно, я освою поляну репетиторства по обществознанию, да, и, ну, что это же так легко, так просто, правда, и в то же время заработок неплохой. То есть, понимаете, и мы получаем что? И закончим, чем они занимаются? Они берут сборники заданий различных авторов и просто выучивают наизусть планы, выучивают наизусть там ответы, вот эти вот все, и все, а потом удивляются, что ваш ответ, который ребенок, да, даже не понимает, что тема немножко по-другому была сформулирована. Или претензия, а почему там вот у таких-то в сборнике нет вот таких-то сложных тем, как, например, общество как динамичная система. Я думаю, боже мой, это у нас краеугольная вообще позиция общества как динамическая система, да? Что там раскрывать про это? То есть, ну вот есть такие действительно, друзья, мои проблемы. Так вот, к чему я сейчас об этом говорю? Первое, значит, какие здесь позиции? Никакого примерного ответа не будет. Но примерный план он есть. Это обоснование и примеры. Если кто-то что-то не понимает, да, как обосновывать, у нас есть 24-е задание бывшее, нынешнее 20-е задание к тексту. Да? Что? Мы там всегда что-то объясняем, обосновываем, аргументируем. Да? Как вы прекрасно понимаете, что тематика у нас одна, мы крутимся на одном и том же обществоведческом поле кодификатора. И второе – это примеры. Примеры тоже возникает вопрос, тоже мне тут был потрясающий вопрос, наверное, кто из вас смотрел эфир, я впоследствии сейчас еще скажу, где на это обратить внимание. Ой, а вот политические партии России, в учебнике про них не написано. Боже мой, не написано в учебнике про политические партии России. И что теперь? А ничего, что у нас в учебниках есть методические аппараты, где мы говорим, какие партии и так далее. Мы задаем вопросы, задаем задания. Понимаете, вот тоже вот люди, которые, вот, я знаю, например, да, тот же самый педагогический университет имени Акмуллы, я просто давно, уже в этом году 10 лет, как я знакома с Оксаной Алексеевной, вот через несколько дней будем отмечать юбилей, я надеюсь, так на дистанции, да, вот, и я знаю ту огромную работу, какую ведет ваш педагогический университет по работе именно по методике, понимаете? А у нас вот опять же люди, которые, они могут быть даже прекрасные, кстати, ну не только неудачники, да, идут в репетиторы по обществознанию в своей профессии, они могут быть прекрасными профессионалами, ну мало ли, да, там что, например, там, ну всякие обстоятельства бывают, да, они могут быть прекрасными, они могут лучше нас с вами знать, да, хотя лучше учителя обществознания школьного мало кто что может знать, потому что он у нас универсум. Он и экономику, и политику, и философию, все знает, да, вот, но он, понимаете, он методики этой не знает, понимаете? То есть многие по-прежнему воспринимают, что учитель – это пересказчик, хорошо, если учебник, да? А некоторые, что вот это пересказчик, извините, пособий каких-то. Это неправильно, потому что в методике мы с вами всегда прекрасно знаем. Я закончила в 93 году Ленинский университет педагогический в Москве, и я очень хорошо помню, как нас учили, как нас ругали на практике, нам говорили о том, что это вы пришли и пересказали учебник. Как сейчас помню, вот свой, я вспоминаю что-то, видимо, уже, знаете, возраст уже воспоминаний. Я вспоминаю свой прекрасный первый урок по крестовым походам, когда мне сказали, почему ты не прочитала там монографию такую-то и такую-то, рассказывая там в 7 классе про крестовые походы. Понимаете? И вот такая ситуация. Значит, опять же, к 25-му заданию. Первое, примерных ответов не будет. Второе, план есть, и план это
самом содержатся формулировки, обоснуйте, приведите примеры. Какие могут быть примеры? Примеры мы действительно будем делать акцент на примерах, привязанных к Российской Федерации. Например, будет у нас задание политика социальной поддержки семьи, мы предложим примеры, как в вашем субъекте Российской Федерации, как в России в целом, ну, да, либо в России, либо конкретно в вашем субъекте реализуется эта политика. Будем говорить о безработице, значит, какие, как примеры борьбы с безработицей в вашем субъекте Российской Федерации. Что делать на сегодняшний день? Почему? Потому что наш предмет, он про здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Конечно, если у нас достанутся философские вопросы про истину и так далее, да, не надо думать о том, что разработчики это какие-то дикие люди, которые разрабатывают задания ради того, чтобы их разрабатывать. Мы разрабатываем задания для того, чтобы дать нашему выпускнику, прежде всего тому, который занимался, который изучал курс, который хорошо работает, да, реализовать себя, получить тот балл, который он хочет, и поступить туда, куда он хочет. Вот. Если есть какие-то вопросы по наполнению содержания, опять же, я говорю, и в 20-м задании, и в 19-м мы даем указания, даем примеры того, какие обоснования могут быть на ту или иную тему, какие примеры могут быть на эту тему. 25-е задание, я еще раз говорю, оно привязано к 24-му, но это своего рода такое, ну, как бы мини-сочинение. Да? Почему я тоже опять вот такая вот, знаете, гневная немножко, эмоциональная, но я всегда такая, да, потому что вот только сейчас пришли рецензии на экспертизы пособий определенных, да, и вот ты опять видишь, да, ты там начинаешь за кем-то читать и видишь, вот тут пропустили ошибку, тут какая-то несостыковка, здесь какая-то техническая опечатка, это не видит рецензент. Но зато вот он пишет, давайте в 25-е задание дадим примерный ответ. Ну, вы не за этим, как говорится, я уже объяснила, рассказала, написала. Прочитайте, что написано и сказано, что этого не будет. Вы лучше мне ошибку какую-нибудь найдите, чтобы потом не было проблем при подготовке и при работе с этими пособиями. Ну, друзья мои, сейчас мы подходим, значит, к такому трепетному моменту, который тоже, опять же, вызвал разночтение. Значит, в инструкцию второй части добавлено положение о том, что неточности и ошибки в дополнительных сверхтребуемого количества элементах ответа могут привести к снижению балла за выполнение заданий. Система оценивания заданий дополнена соответствующими указаниями. Итак, дорогие друзья, откуда это все появилось? Появилось это все, опять же, первое, да, пожалуйста, когда вы будете со своими учениками разбирать уже действующую модель. Да, я опять же хочу сказать, обратите внимание, что там будут внесены правки в систему оценивания. То есть вот этой вот единой формулировки, которая была оставлена всюду, кроме 24-го, ее не будет. Да? Это я вам пока как бы анонсирую, как это будет выглядеть. Я еще раз говорю, у нас идут НМСы, мы вот это вот сейчас утрясаем. Да? Понятно, что вообще само по себе, я всегда говорю, что система оценивания – это система оценивания. Ученик должен понять, как его будут оценивать, да? Это первое. И второе – это уже больше для эксперта. То есть на этапе подготовки вообще за это не надо на это заморачиваться. Потому что, знаете, я вот восхищаюсь всегда такими письмами, вот сейчас они уже приходят. Ребенок он еще весь курс до конца не изучил, но он уже говорит, а куда я могу пожаловаться, когда меня неправильно оценят. То есть, понимаете, он уже заранее. Или, а вот если я напишу столько, а вот это. Откуда появилось это требование? Значит, первое. Одна, правда, эксперт, я не буду позорить, это славный субъект Российской Федерации, но это не Башкортостан, понятно, тут таких просто нету. Она мне говорит, ну вот что вы нам устроили? Раньше мы читали 3 первых, а дальше не читали, нам теперь все придется читать. Мне тихо, знаете, волосы зашевелились на голове о том, что, думаю, неплохо человек так вот признается. Я, конечно, позвонила сразу их председателю. Я не стала выдавать этого человека, да, но я сказала, что это у вас за практика-то такая. Ваши коллеги нам все рассказывают, давайте-ка будем все-таки их ориентировать на все читать. Так вот, что было? Весной прошлого года, вы знаете, вот просто поток писем, вот каждый день. И вот из серии
На 3 я написал 8, 5 неправильных. На 3 я написал 6, 5 неправильных. Там 3 неправильных. Вот это вот все. И мы говорили, что в принципе раньше это ничего не было предусмотрено. Да? Но была какая ситуация? У нас в субъектах Российской Федерации произошло своего рода разделение. То есть у нас были эксперты, которые, прочитав то, где написано 5, и из них 2 неправильных, они ставили 0. Да? И объясняли это тем, ответ неправильный. И были другие, ну, как мы теперь понимаем, они просто до конца не читали, они видели 3 правильных и ставили за это балл. 3 балла, да? То есть и потом возникала какая ситуация. Понятно, что тут, кому ставили 3 балла, он мог что? Он мог выложить это в интернет и сказать: о, посмотрите, какие у нас это самое, мне вот за это поставили максимальный балл. Да? И тут же начинались другие дети заводиться о том, что мне за это поставили 0. Да? Или ему ставили 0, он шел на конфликтную комиссию и говорил о чем? Он говорил о том, что, извините, на каком основании мне здесь не додали балла. Ему говорили: ответ неправильный. То есть, понимаете, коллеги, что мы имели на выходе? Мы имели разные подходы, мы имели стресс, да? Мы имели очень серьезные ситуации. Вы знаете, опять же, когда мы вводили этот пункт, мы всегда говорили, мы посоветовали с коллегами. Большинство коллег мне сказало, что больше, ну, максимум там 4 или 5, это пишут хорошие дети. И, как правило, там все четко и гладко. Вот это метание, где все через полосицу и не все правильно, это беда тех, кто не готов. И здесь мы считаем, что это справедливо, да, потому что это мой любимый вопрос. А справедливо ли меня, девочку, спрашивать про альтернативную гражданскую службу? Вот, справедливо, потому что ты гражданин Российской Федерации. Сегодня ты девочка, да, а через какое-то время ты выйдешь замуж, у тебя будет сын, и через 21 год это самый актуальный для тебя вопрос. Ты гражданин Российской Федерации. Да? И также здесь, а справедливого, если он что-то... Справедливость заключается в предоставлении равных условий в одной и той же ситуации. Мы ребенку пишем, что ошибки в дополнительных ты можешь писать сколько хочешь. Опять же, да, опять у нас какие-то, знаете, ну я так называю, видимо, наложилось одно на другое, и люди, значит, гневно. Вы запрещаете детям писать. Мы не запрещаем. Мы просто говорим, ты можешь написать столько, сколько тебе хочется. Но дополнительные, ты имей в виду, что если у тебя там будут ошибки, то возможно снижение балла. Предупрежден, значит, как говорится, вооружен. Все. Это честно и это справедливо. Опять же, да, я сейчас не буду обсуждать конкретную систему оценивания, потому что по сравнению с проектом, после обсуждений, да, там внесены определенные корректировки. Потому что, понимаете, проект опубликован, у нас всегда еще... В сентябре коллеги делают, ну как это называется, такая локальная апробация. Да? Они смотрят, проводят, как это сделается, что работает, что не работает, какая позиция. Мы внесли корректировки, мы считаем вполне разумные. Да? Еще будем вот готовить. Когда экспертов мы посмотрим, как это все работает. Поэтому на сегодняшний день вы говорите, да, такую установку детям: ребят, вы молодцы, пишите. Потому что раньше ведь тоже была такая, знаете, позиция. Ой, да ты пишите сколько хоть, что-нибудь найдем там верно. Понимаете, а потом у нас оказывалось, что у нас эксперт приходит на экзамен, и он должен угадайку. Вы знаете, в то же самое время вот вы увидите, что в задаче появилось тоже там такое требование, потому что тоже в этом году мы столкнулись. Вы знаете, несколько субъектов Российской Федерации, ну это, скажем так, центральная часть, европейская часть, да, из разных субъектов, мне просто вот председатели писали, такие были ситуации на конфликтной комиссии. Мы спросили одно, да, там, ну, допустим, условно говоря, ответ правильный, циклическая безработица, а дальше пишет, а может быть и такая, а может быть и такая, а может быть и такая. И то есть, видимо, тоже где-то кто-то дал совет, пиши все, что знаешь, значит, что-нибудь и выбрал. То есть, знаешь, у нас, понимаете, у нас эксперт оказывался в ситуации выборщика такого, да, он сидит и выбирает, вот он написал кучу, вот это правильно, это неправильно. Ну, вы извините, да, это опять же для того, чтобы все-таки мы просим наших детей четко формулировать свои мысли. Ну, сокращение баллов, это понятно, сократилось количество заданий. Следующий в связи с этим вопрос, это про минимальную границу. Ну, вы понимаете,
если говорить о тестовом балле, 100 было, 100 осталось, значит, граница 42. Чем будет наполнена эта граница? Это, как правило, решается, когда новая модель, это будут проводиться замеры, и после проведения экзамена будет понятно, что будет определено в эти 42 балла. Понятно, да, что по мере, по соотношению с результатами там, и так далее, там сложная достаточно методика. Я опять же всегда говорю вам, когда вы готовитесь, дети, вам надо знать, что вы должны посещать уроки учителя, вы должны слушать внимательно учителя, вы должны выполнять все домашние задания, которые вам предлагают, и, соответственно, ориентироваться на то, что вы все знаете, и не надо вот эту минимальную, что вас плохо оценят и так далее и тому подобное. Потому что мы все знаем, что мысль, она, к сожалению, иногда приводит к тому, о чем ты плохом думаешь. Ну, про общее время выполнения работы сокращено. Вот вы обратили внимание, да, как у меня здесь написано, сокращено. Но вы знаете, что мы убрали 55 минут, и мы это обосновали. Но вы знаете, вот я вам скажу честно, нынешняя работа, она укладывается в то выполнение. Но произошла такая, как это сказать, такой накрут, ну извините за такое слово, да, такой накрут детей, такой накрут со стороны наших коллег, наверное, да, что вы не успеете, вы не уложитесь. Кто-то это, знаете, с чем связал? Что значит роста высокобальников, хотите высокобальников? Как будто бы, чем больше ты просидишь, да, тем лучше ты знаешь. Это мало как связано. Вот такое, что мы приняли решение это время добавить. Да? Опять же, я еще раз говорю, дождитесь уже не проекта, а утвержденного, вы посмотрите, вот сейчас там у нас идут, еще обсуждения, сколько там мы минут добавляем. Понятно, да? Потому что, просто невозможно, я вам скажу, что пришло порядка 140 писем, да? Из них 100 писем были: верните время, мы не успеем. Одна девочка пишет: я вот сейчас села писать демонстрационный вариант, мне не хватило. Я, конечно, ей все объяснила, и потом написала, что, вообще-то, если ты сейчас еще учишься в 11 классе, да, то ты еще и не все знаешь, ты, в общем-то, не все еще и написать можешь. Понятно, что я не так это все объяснила, попыталась завуалировать, но смысл был такой. Вот, друзья мои, в принципе, я сейчас еще раз просто пройдусь по слайдам, я все основное, да, вот все, что я хотела донести, я вот так вот сейчас вроде бы все рассказала. Вот смотрите, у меня здесь есть еще, про структуру, да, это то, что мы осталось, вот я еще раз просто подчеркиваю, да, потому что вот, к сожалению, я столкнулась с той ситуацией, что и в августе продолжали писать письма люди, которые ориентировались только на перспективную модель. То есть только на перспективную модель. И я еще раз повторяю, что в 2022 году мы оставили 2 части, 16 с кратким, 9 с развернутым. Следующее, да, я немножко прошлась по структуре. Здесь вам напоминаю, что первая часть, в нее заложен тот же самый принцип, который был. Да, мы оставили первое задание, это бывшее задание 3, то есть нет бывшего 1, 2 и 20. И, в принципе, сохранили вот те позиции, которые были. Единственное, что у нас теперь тоже такой политико-правовой блок, сразу: ой, у вас там перебор политики и права. Но, коллеги, я наверное, не открою ни для кого какого-то нового знания, да, и то же самое вот ругают из-за экономики, что вот теперь там это у всех это задание такое. Я ни для кого не открою. Любой педагог, который работает в школе и посмотрит представленность различных разделов в учебнике, у него, в общем-то, такого вопроса не возникнет. У нас большую часть времени уходит на изучение этих блоков. Да, и, кстати, в связи с этим, вот по второй части сейчас я скажу, вы знаете, раньше, помните, я вам всегда говорила о чем? Я всегда вам рассказывала о том, что у нас во второй части представлены равномерно все содержания, да, содержание всех блоков. То есть у нас ключевые всегда какие были? Политика, право, экономика. Да? Они всегда были, остальные задания там за счет других, там, либо социологии, либо первого раздела было, блоки. Сейчас вот тоже стали писать: вот у вас там только политика, право. Друзья мои, мы, понятно, будем держать тот баланс, да, который есть. Вот, но я еще раз вот здесь объясню вам вот какой момент. Вы уже несколько лет работаете по ВГОС.
И вы знаете, что в ГОС наш с вами, он нас ориентирует на формирование и владение определенных умений. Там содержания как такового нет. И здесь у нас вот этот вот переход, он говорит, мы акцент делаем на формирование определенных умений, которые есть в работе. И поэтому требования равноценной такой представленности всех нет. Хотя, если вы посмотрите внимательно, да, вы увидите, что даже в нынешнем, да, у нас там текст правовой, понятно, да, экономика, это у всех есть раздел 21. Задание 22, задача 22, задание 22. Оно у нас как бы там по разным разделам. 23-я Конституция. Мы все граждане Российской Федерации, и, безусловно, наши выпускники, мы, если у кого-то есть какие-то, да, проблемы и неприятие этого задания, есть такие люди, вот я всем рекомендую посмотреть и, опять же, концепцию, и там цели и задачи преподавания нашего курса. Задание 24 и 25, соответственно, доклад здесь у нас тоже он получился по политике. Я еще раз говорю, что, в принципе, даже в демонстрационном варианте эта представленность есть. Понимаете, дали бы мы текст по экономике, да, стали бы говорить, что у нас избыток экономики. Значит, первое, о чем я говорю, о том, что мы осваиваем курс, мы учимся по учебникам, которые есть, мы смотрим, как там представлены различные разделы, какая их наполненность и так далее, да, тому подобное. Второе, что это задание проверяет у нас прежде всего деятельностные аспекты, я имею в виду стандарт, он у нас даже там нет содержания. И вы знаете, в связи с этим я сейчас хочу еще акцентировать внимание на один такой вопрос. Опубликовали кодификатор. Кодификатор ЕГЭ в этом году очень похож на кодификатор ОГЭ, 2 столбца. Да? И сразу возникли вопросы. Вы вводите новые единицы, откуда вы берете единицы, там такие-то, там это не написано. Еще, значит, дорогие друзья, значит, я еще раз говорю, в данном случае это, вот этот второй столбец, ссылка на примерную образовательную программу, она имеет иллюстрацию. Мы показываем, как то, чем мы с вами занимаемся много лет, но потому что мы все прекрасно понимаем, что бы там ни было, учебники у нас уже есть устоявшееся содержание. Да? Мы знаем, что мы спрашиваем много лет, начиная еще с минимума 98 года, дополняя его какими-то аспектами. Да? Вот. Здесь просто соответствие тому, как вот то, что мы спрашиваем, как это соотносится с тем, что никаких новых единиц в этом году мы не вводим. Понятно, да? Значит так, ну, следующее, это вот эта инструкция, на которую мы обращаем внимание, да, и я обращаю внимание, вы внимание детей, а я ваше внимание на то, что никто никого не штрафует за то, что дети пишут много. Мы за это никого не штрафуем, я вообще не люблю этот глагол. Вот. Мы просто говорим о том, что ты можешь писать сколько хочешь, но имей в виду, за ошибки могут быть. Опять же, повторяю, посмотрите после того, как будет утверждено, где и как это будет работать. Это будет работать, естественно, более дифференцированно. Ну, следующее, значит, у нас вот тоже тут такой вопрос возник. Я не случайно выделила это зелененьким. Да? Вы знаете, что у нас задание теперь по понятию, оно привязано к заданию, к тексту. Тут возникли какие сразу вопросы мне писали. Значит, первый вопрос. Вот то, что я выделила зеленым, да, это вопрос, в котором мне говорили, ой, а как же понятие истина? Где там два? Значит, коллеги, я специально об этом говорю, о том, что если среди вас есть те, кто проверял, и кому в субъект Российской Федерации приходило понятие государства, кому приходило это понятие, он знает, что у нас всегда было курсивом написано. Понимаете, у нас есть понятие, которые мы не можем раскрыть только через один какой-то признак. А есть какие? Во-первых, доверьтесь экспертам. Эксперты, я еще раз говорила, это ну уж если не хотите доверяться разработчикам, которые, мне кажется, никого последние 20 лет не подводили. Вот так, давайте уж. Вот так вот, ну, польщу я себе, да. Вот. А кто-то сразу там, значит, какой-то, наверное, начал припоминать, когда вы вас подвели. Мы никого не подводили. Это факт. И мы стараемся, и мы каждый год делаем, да, это. И не надо думать о том, что мы люди, которые ничего не знают, ничего не читают, ничего не видят, и будут требовать от вас в истине два существенных признака. Есть, я зеленым выделила, то, что это, ну, субъективное такое, именно с понятием государства. Да? Мы смотрим все учебники, мы читаем учебники федерального перечня, и если мы хотя бы в одном видим о том, что там у нас есть дано определение, и оно дается не так, то мы
это снимаем, у нас такого требования нет. Это вот тех, кто уже сидит и уже, значит, вот ищет, да, вместо того, чтобы нормально заниматься и выучивать определение, мы уже ищем, где там меня хотят бедного, несчастного обидеть. И вот в связи с этим я тоже хочу сказать, вы, наверное, все обратили внимание, что в 18 задании у нас появилось указание, что мы все учебники с 6 по 11 класс. И опять же, я писала в метод-рекомендациях, что с чем это связано. Вы знаете, в этом году была история, ребенок из какого-то очень отдаленного города, одного из огромнейших субъектов Российской Федерации. Видно, что ребенок готовился сам, занимался. Он пришел на апелляцию, приехал из своего города, значит, туда, несмотря на то, что там был дистант. Ему сказали, у вас определение дано по учебнику 8 класса, а мы проверяем 11. То есть он показал, откуда он взял, понимаете, но вы знаете, что многие авторы УНК, они делают как? В принципе, у нас же многие понятия, идет их расширение, да, углубление, связи мы какие-то показываем. А некоторые как делают, я даже знаю таких авторов, да, и я их за это не осуждаю. Вот, и они правильно делают. Они дали определение, там, например, в 8 классе какого-то там экономического понятия, а в старшей школе они просто его обогащают, они его не дают второй раз, и нет в таком виде. И мы ввели это требование. Я хочу сказать сразу, что этому ребенку, да, было добавлено 3 первичных балла. И он был, по-моему, вот я не побоюсь, он 100-бальник был, да. И я, опять же, звонила, ругалась с председателем, он сказал, мы вашим следуем требованиям, что вот вы говорите, закройте там слово, вот что это, а у него вот это определение ценной бумаги, оно походило и на все, и на собственность, там, на квартиру. Я говорю, а учебник-то что не открыли? Вам же ребенок принес учебник, он вас, извините, ткнул туда носом. Почему вы ему говорите, это учебник 8 класса? Это что такое за колбаса второго сорта свежести? Понимаете, то есть, коллеги, опять же, вы сами прекрасно понимаете, в каких сложных условиях нам приходится работать. Но если есть такое определение, он имеет право его выучить, его знать, особенно если в старшей школе не дается это. Ну, вот этот вот график, да, как я уже говорила, вот в данном случае, ну, вы видели это из демоверсии, вот в данном случае вот я говорю, что первое – это действительно чисто по графику, второе – это он применяет полученные знания, да, в заданной ситуации, и третье тоже вот это, если вырастут данные там доходы, в любой может быть что-то, если там будут субсидии, если там что-то такое произойдет, если там засуха и так далее. То есть какие-то такие вариативные вещи, когда ребенок должен будет подумать и применить полученные знания. Поэтому о шаблонности говорить не приходится. Ну вот задание 23. Здесь я просто еще раз хочу обратить ваше внимание вот на это. Да? Не требует указания соответствующих статей и дословного воспроизведения. Зазубривать ничего никому не надо. Значит, задание 24 и 25. Вот. Ну, 24-й даже не будем трогать, потому что оно у нас много лет не меняется. 25-й. Вот вам, пожалуйста. Я не знаю, как делать. А что ты не знаешь? Обоснуй необходимость политического многообразия, многопартийности в демократическом обществе. Обосновал. Молодец. Какие партии действуют в России? Слушайте, ну в этом-то году, в год выборов, мне кажется, точно все знают, какие партии. Да они вообще должны знать, они живут в России. Понимаете, вот это тоже, я люблю эту всегда тему, понимаете, при всем любви и уважении к нашему предмету, мы очень иногда, знаете, любим вот так вот, да, играть. То есть иногда мы засчитываем какую-то, ну, извините, бытовую вещь, да, но он же правильно нам, значит, там дал, да, и мы специально в свое время еще вели в 25-й, что бытовое определение мы не засчитываем, да. А в какой-то момент вдруг мы вот делаем, что вот наш ребенок, если я ему, там, Лескова Татьяна Евгеньевна на уроке в 10 классе не рассказала, какие политические партии есть в России, он про это ниоткуда не узнает, он же живет в безвоздушном пространстве. Вот, здесь, соответственно, да, ответил на вопрос, причем всегда надо дать 3, и мы всегда за это засчитываем, а дальше уже различные примеры. Спрашивают однотипные примеры, неоднотипные, задают вопросы. Мы для каждого задания и в 25-м, и в 19-м будем с учетом специфики того, что давать дополнительные указания. Я думаю, коллеги, опять же, эксперты знают, что мы последние годы очень четко вот в эту универсальную формулировку мы для конкретного задания даем какие-то формулировки. Например, вот такой приведу из прошлого года, когда мы в 25-м давали, бывшем 25-м, нынче, считаю, 18-е, понятие социальной стратификации. И дальше, помните, у нас были там предложения. Мы говорили, определение социальной стратификации, избегая упоминания социальных критериев, чтобы не было, что он у нас одно и то же повторил. Например, вот это любимое
возможные процессуальные роли участников гражданского судопроизводства. Мы писали конкретными примерами, избегая общих фраз, да? То есть чтобы ребенок понимал, что от него в данном случае требуется. И это действительно так. Ну и такой мой слайд, очень, наверное, всем известный, многолетний, кодификатор, спецификация, демонстрационный вариант, методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет. Значит, я почему об этом говорю? Понятно, что вышло по 2021 году, но вы знаете, что и про банк заданий, как с ним работать, и еще что-то. Я в рекомендациях прошлых лет. Там тоже можно получить необходимую информацию. Навигатор подготовки. В прошлом году выделяла его красным цветом, в этом году просто курсивом. Вы знаете, мое удивление, ему не было просто конца, когда я в апреле и мае кому-то еще объясняла о том, что навигатор у нас есть. Понимаете, это очень хорошая и полезная вещь. Да? Особенно в ЕГЭ мы туда отобрали только то, что соответствует действительности. На данный момент, ну, понимаете, у нас комиссия профессиональная, разработчики профессионалы своего дела, и мы решаем задачи по мере их поступления. Сейчас у нас было актуально вывести на экспертизы, и сейчас у нас есть сроки, мы будем обновлять вот этот навигатор с учетом, ну, убираем оттуда неактуальные вещи. Вот. Ну, открытый банк заданий ЕГЭ, опять же, я еще раз повторю нашим всем коллегам, открытый банк заданий ОГЭ, из него все формируется. Да? Чтобы вы знали, ОГЭ. ЕГЭ нет. ЕГЭ, тем не менее, вот мы в навигатор подобрали модели заданий, и я вам скажу честно, я лично знала одного тоже ученика, которому я все это рассказала, ну, написал нам письмо, мы ему все объяснили, и он потом был безумно счастлив и благодарил, потому что он действительно типы заданий, они все есть, причем про ЕГЭ мы делаем из того банка, который с ответом. Журнал «Педагогические измерения», вот, ну и, конечно, YouTube-канал Рособорнадзора. Понятно, что какие-то, особенно, наверное, для начинающих педагогов, для студентов, которые вот сейчас на практике 5-й курсы, те, кто только входит в нашу тему, все, что вот есть 18, 19, 20, 21. Но единственное, я здесь, наверное, это не будет выглядеть как реклама, потому что это такой ресурс государственный, да, понятно, что надо смотреть, чтобы там была вот это вот лицо, да, и это вот фамилия. Вот, потому что это именно консультации от нас, где мы рассказываем специально для всех, на что обратить внимание. И вот видите, я выделила красным. Почему? Потому что первое, значит, на сайте, на YouTube-канале, но если кто там не знает, как найти, зайдите на сайт ФИПИ, там уже выложены видеоконсультации, прошли практически по большинству предметов. Понятно, что вы же не просто учителя и обществознания, кто-то ведет историю, кто-то классный руководитель, кому-то так повезло в 11 классе в этом году. Да? Вот. И вы, соответственно, там уже по многим предметам есть. А те, по которым нет, указаны даты, когда они будут. Но я точно знаю, что была у Игоря Анатольевича консультация, моя была, это 7 октября, моя была, у него русский уже, по-моему, был, хотя не помню, ну просто обязательно предметы, зайдите, посмотрите. Это очень полезно, это было для выпускников, мы отвечали там на какие-то актуальные вопросы, это первое. И второе, вот тут тоже, да, опять же напоминаю о том, что в конце еще сентября в субъекты Российской Федерации от ФИПИ ушла рассылка, специальные консультации, записанные для педагогов, но эти консультации были записаны еще по проекту, да, но все равно какие-то там вещи я о них рассказываю, то есть не только я, по всем предметам, и смысл такой, что все учителя, которые работают в школе или ведут старшие классы, они должны были посмотреть, каждый по своему предмету. Вот, я вот об этом просто вам говорю. Ну, друзья, наверное, вот это вот все уже, что я хотела, так сказать. Вот, и теперь я жду, наверное, какие-то вопросы. Тут у нас... Так. Татьяна Евгеньевна. Угу. Спасибо огромное, Татьяна Евгеньевна, за такой очень подробный и всегда действительно понимающий обращение и посыл к учительству, это действительно бросается сразу в глаза, и то, когда люди слышат то, что хотят услышать, то, что они ждали.
И сейчас вот в чате мы видим, что и переписка тоже есть, и люди обсуждают это, и я думаю, что вопросы будут. Но если можно, я дам сейчас слово Антипиной Светлане Викторовне, которую я представляла только что, поскольку она через 15 минут у них ВКС, но у нее есть результаты ВПР по обществознанию. Она замначальника управления по контролю и надзору в сфере образования. Я думаю, что это тоже будет сейчас полезно, наверное, послушать, Татьяна Евгеньевна, и вы тоже будете видеть наш регион в разрезе. Светлана Викторовна, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, не могу не сказать, что предмет обществознания, предмет истории – это мои предметы, мои любимые предметы со школы. В этом, конечно, во многом заслуга учителя, который эти предметы преподавал. Поэтому с большим удовольствием присоединяюсь к сегодняшнему мероприятию. Ну и про проведение оценки. Да, конечно, единый государственный экзамен и основной государственный экзамен – это основные оценочные процедуры сегодня в Российской Федерации, федеральные. Еще одна оценочная процедура, такая интересная и обязательная – это всероссийские проверочные работы. Вот в прошлом учебном году, это 2021 год, весна, наши дети, 7 классы, писали много различных всероссийских проверочных работ, в том числе по обществознанию. Вот какие результаты? Ну, во-первых, стоит сказать, что большая часть, 44%, это результат удовлетворительно, и 39% это хорошо, и около 10% это отлично. Есть и неудовлетворительные результаты, но все-таки. То есть есть над чем работать. Мы видим, что средний результат – это у нас 3, 4, между 3 и 4. Если сравнивать результаты с текущим оцениванием, то есть как оценили эксперты, выполняя всероссийскую проверочную работу по этим КИМам, да, и какой результат имеет ребенок по промежуточной аттестации. 41% детей понизили свои результаты, 3,5% повысили и 55% подтвердили. То есть все-таки разница в оценивании имеется. Мы проанализировали, с какими блоками заданий, с какими предметными результатами менее всего справились наши школьники Республики Башкортостан. Так вот, это задание 48% сложно было выполнить, только 48% справились с таким заданием, как в модельных и реальных ситуациях выделять существенные характеристики, основные виды деятельности людей, объяснять роль, мотив, деятельность человека и выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов. Еще одно задание, в котором всего 32% справилось наших деток, это опять-таки анализировать несложные опять практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями и так далее. Так вот, если посмотреть на все задания, которые были в контрольно-измерительном материале, максимальный первичный балл там был 23%, то вот с этими заданиями справилось наименьшее количество школьников. И оба из этих направлений, этих предметных результатов, вернее, это не задания, да, это предметные результаты, они ориентированы на разрешение исследований каких-либо практических ситуаций. Это опять говорит о той функциональной грамотности, о тех умениях не только знать, но и уметь применять эти ситуации. В чем разница, если вот сейчас мы говорили про государственную итоговую аттестацию, это все-таки выбор. Это дети, которые осознанно сдают обществознание, которые любят этот предмет, которые считают его профильным для себя. Ну, так хочется во всяком случае в это верить. Да? Всероссийская проверочная работа, да еще и в 7 классе, это все-таки массово, это все дети, независимо от того, является ли для него приоритетом математика или гуманитарные науки. И вот если с остальными заданиями справилось где-то от 60 до свыше 80% детей, то вот с этими двумя, которые я перечислила, от 32 до 48%. Есть над чем работать, мы этот анализ проводили. Подробные отчеты у нас есть, у нас новый портал работает с января месяца, Арсока Башкортостан. Там есть подробные отчеты по каждому предмету всероссийской проверочной работы, с какими заданиями дети не справились, какие результаты, как оцениваются, какой средний балл. И те методические рекомендации, которые нам помогли сделать в Институте развития образования, это кафедры соответствующие, думаю, будут полезны всем педагогам, потому как
наши учителя, они участвуют не только в государственной итоговой аттестации, но и в таких оценочных процедурах, как всероссийская проверочная работа. Буквально вот 2 дня, день назад, да, вчера, закончились у нас национальные исследования качества НИКО. Это в этом году, так же, как и в прошлом, они проводились по личностным метапредметным результатам. Там очень тоже много заданий содержалось, связанных с обществоведением, так скажем, да, со знанием права, экономики, иных каких-то направлений. Тоже мы это будем анализировать. Почти 1500 наших школьников, это 6, 7, 8 классы, прошли это исследование федеральное. В выборку попало не так много, 20 школ, но эти исследования тоже прошли. Кроме того, вот были проведены всероссийские проверочные работы в организациях профессионального образования, среднего профессионального, в колледжах для обучающихся первых курсов и завершивших первый курс. И там тоже одним из направлений метапредметной работы было в том числе обществознание, была история, там и география. И сейчас эти работы проверяются, как раз в стадии проверки. Эти результаты мы тоже обязательно доведем до наших и граждан республики, и для родителей, и для обучающихся, и, конечно, до профессионального учительского сообщества. Вот. Ну, а вообще хочу сказать в очередной раз спасибо и спикерам. Было безумно интересно, познавательно послушать. Это и для нас, как для управленцев, очень важные и нужные были рекомендации сегодня по работе с контрольно-измерительными материалами, с разбором конкретных заданий, с изменениями, которые в них вносятся, с общей философией, которая у нас Федеральным институтом педагогических измерений заложена в государственную итоговую аттестацию, в работу экспертов и аттестационных комиссий. Вот. Большое спасибо за участие педагогическому университету, за связь, за то, что всегда мы с вами находим общий язык и есть о чем поговорить и поделиться. Ну а учителям обществознания, истории, которые сегодня подключены, которые нас сегодня слушают, удачи, успехов и продолжайте сеять вечное в умах наших детей. Спасибо за внимание. К сожалению, нужно отключаться. Всегда готовы к сотрудничеству. Государственная служба, да, государственная служба есть служба. Спасибо огромное, Светлана Викторовна. Спасибо, что присоединились, откликнулись. Спасибо. Татьяна Евгеньевна, вы как? Оксана, можно здесь сказать немножко тоже? Да, вот, конечно. Я, знаете, вот я хочу сказать, что ВПР это, ну, знаете, как вот многие говорят, это наша боль, да, там типа того. Ну, в принципе, я понимаю, почему это боль наша. Знаете почему? Я объясню. Первое. Что всегда, на что жалуются учителя, я думаю, Светлана Викторовна с этими жалобами встречается. Они говорят, мы это не изучаем, а нас это спрашивают. Ну, вы знаете, да, что это действительно проблема очень серьезная, потому что много учебников, и в каждом учебнике своя логика изложения материала. Но вот как раз тот самый стандарт, про который мы говорили, и новая программа, которая была одобрена УМО с 2022 года, она, по крайней мере, мы, знаете, ну, это наша боль действительно, потому что вот все, о чем Светлана Викторовна говорила, это все тоже, ну, моя команда. Опять, слушайте, у меня прям моя, знаете, я себя Ольгой Бузовой прям ощущаю, я и мои люди, да? Ну, нет, наши разработчики. При том, что я это начала употреблять, я у нее не заимствую, я это давно стала говорить, мои люди в субъектах Российской Федерации. Ну вот, на самом деле, просто хочу сказать, что наша команда тоже разрабатывала, знаете, вот каждый год ты и так, и лавируешь, и так, лишь бы это спросить. Ну вот, собственно говоря, эта программа новая, да, она призвана к тому, что, понятно, там будут дорабатываться, чтобы, по крайней мере, пускай учатся по тем учебникам, которые вам нравятся, которые у вас приняты, да, но чтобы хотя бы в одни годы проходили одно и то же. Вот это как раз вот мы надеемся, что с 2020 года эта задача, мы это делаем. Будет решена, да. Ну, понятно, да, а в этом году уж не обессудьте, что есть, то и будет. Вот, ну и мне, наверное, вот тут вот про проблему качества подготовки региональных экспертов, Анна Александровна, потому что остальные вопросы как бы такие. Вот, вы знаете, коллеги, да, это действительно очень серьезная проблема. И она связана, я бы не стала даже ставить ее так узко. Я думаю, это проблема, все знают, это проблема подготовки вообще педагогов. Понимаете, как он, как эксперт, может что-то проверить, если он этого не знает? Вот. А что значит взять процесс подготовки под контроль ФИПИ? Вы знаете, мы не можем
войти в голову каждого, да. Вы тоже, как педагоги, наверное, тоже прекрасно, знаете, как это моя любимая тема, когда вот моих коллег, допустим, им говорят, у тебя там 90-бальник. Он говорит, да бог с ним, я знала, сколько у меня не преодолели, вы скажите, да. И говорит, я сегодня самая счастливая, у меня в этом году все преодолели. Или как одним моим некоторым коллегам из нашей команды, да, говорят, ты там работаешь, а у тебя не преодолевший. То есть, понимаете, ну вы же лично со своим даже опытом и знанием, вы же не можете в голову каждого войти. И мы тоже не можем войти в голову. В этом году было просто откровение для меня, потрясающее откровение. Но вы знаете, что каждый год накануне экзамена, раньше это был прямой эфир, сейчас мы записываем ролик, ну, чтобы люди могли посмотреть в комфортной обстановке, не собираться большими, как сказать, кучами, извините, группами, да, вот, не дышать друг на друга, вот, что делали? Мы ролик записываем, и у меня в этом году просто мы в апреле проводили мероприятие традиционное с председателями комиссии, и я была в шоке от того, что у меня было 3 крупных региона и 3 крупных субъекта Российской Федерации, да, которые, мы поняли, что они не знают, как проверять план, причем ту позицию, которая существует 5 лет в критериях. И я в этом году, ну, кто эксперты видели, я расписала все по этим. Да? Так вы можете, то есть там рассказала, это так, и вы можете себе представить, что по итогам этого ко мне пришли письма от председателей тоже 3 уже других регионов, которые мне задали вопрос и сказали, как, у вас там ошибка. На что я им выделила жирным, по-моему, в этом году жирным и курсивом, что у нас это действует уже 3 года. Поэтому здесь действительно это очень сложная ситуация. Понятно, что критерии надо читать, и действительно стараемся. Мы тоже стараемся, но тут, сами понимаете, учителя тоже разные бывают. Большинство у нас, конечно, высококлассные профессионалы. Но есть те, кому не повезло, и они заканчивали не педуниверситет Акмулы, или как я там, Ленинский, да, а где-то в других местах там был. И их не научили, что надо, идешь на урок, выучи то, что ты сам должен знать, то, что ты рассказываешь. Ну вот, наверное, так вот. Еще какие-то жду вопросы. Спасибо большое, Татьяна Евгеньевна. Уважаемые коллеги, участники, какие еще будут вопросы? Татьяна Евгеньевна действительно самый важный, наверное, вопрос в чате зацепила. Мы тоже обратили на него внимание и хотели именно его и задавать, и обсуждать, потому что проблема подготовки экспертов, проблема ротации, когда она стихийно происходит, то потом, к сожалению, страдают наши же выпускники. И мы с этим столкнулись, видим и наблюдаем, очень часто бывают такие моменты. Вот. Уважаемые коллеги, нужно сказать, что параллельно, вот как вы понимаете, будет трансляция, вернее, идет трансляция и в YouTube, и будет запись, поэтому сегодня у нас в республике пишут школьный этап Олимпиады по истории, и мы эту ситуацию тоже обговаривали, поэтому многие учителя заранее предупредили, что да, мы с удовольствием послушаем в YouTube, когда закончится вот этот школьный этап, у них будет такая возможность, и вот с разрешения Татьяны Евгеньевны, что да, разместить эти материалы на YouTube-канале нашего университета, и такая возможность, я думаю, что будет уже в спокойной обстановке, не во время школьного этапа Олимпиады, у учителей будет, хотя у них единственное, что нет возможности присоединиться к дискуссии или к обсуждению. Но, в принципе, вот те проблемы, которые сейчас назывались, это проблема подготовки экспертов. Действительно, эта проблема существует, и мы часто о ней говорим, и на наших встречах с учителями очень радует, когда некоторые районы, школы, сами учителя приходят и говорят, вот мы бы хотели какие-то обучающие семинары. Не для того, чтобы быть, скажем, экспертом, да, в республиканской комиссии, а вообще для того, чтобы правильно понимать, насколько или каким образом мы должны оценить ответ ребенка. Что такое критериальная проверка? Почему ребенок льет слезы, если ему там что-то проверили, он ожидал большие баллы, а оказывается все объективно, а вот вы знаете, а я проверял по-другому. Да? Что значит по-другому? Как считать критерии, как по критериям проверять? На самом деле это очень важное профессиональное методическое умение. И оно нужно не только эксперту, а оно нужно учителю вообще.
Вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, это и проблема, с которой мы сразу же, на которую нацеливаем наших выпускников, студентов, которые сейчас обучаются, да, и, конечно же, с удовольствием рады, да, оказывать по мере возможности, конечно, да, потому что другие задачи у педагогического вуза, но, тем не менее, какую-то методическую поддержку и вот в нашем профессиональном сообществе в республике среди учителей. Тем более, что наш вуз сейчас участвует в большом федеральном проекте по профдефицитам, и частично где-то мы сталкивались уже и с выявлением, да, с мониторингом методической компетентности учителей. Там было задание, как раз посвященное вот критериальной оценке и проверке. И вот здесь мы должны сказать, Татьяна Евгеньевна, что это действительно большая проблема, с которой мы сталкиваемся. И вот сейчас даже с Салаватом Ришатовичем, с коллегой обсуждали только что студенты, прошу прощения, школьники, выходя на экзамен, они должны быть тоже знакомы с критериями оценки. Ведь умный не тот, кто знает все, а умный тот, кто знает то, что ему нужно здесь и сейчас. И если наших школьников в первую очередь действительно знакомить, да, с демоверсией и с частью, где и есть сами критерии оценивания, то это снимало бы половину проблем. И школьники не задавали бы глупых вопросов на апелляции, не писали бы потом со своими жалобами, со своими, там, скажем, непонятными какими-то просьбами и так далее. Вот, поэтому, конечно же, очень хотелось бы эту работу и продолжать, и как можно теснее взаимодействовать с учительским сообществом. И все, что можно делать, по крайней мере, на этапе подготовки студентов. Поэтому про чат я вот уже сказала, что такая возможность у всех будет. Но сегодня, Татьяна Евгеньевна, Ленинский педагогический и Башкирский педагогический точно выполнили план профориентации. Это 100%. Потому что мы сегодня про них говорим и говорим, хотя это не профориентационное было мероприятие. Но не случайно звучит Ленинский педагогический, Татьяна Евгеньевна, потому что, как я уже говорила, наша конференция посвящена 80-летию Владимира Михайловича Антонова. Он писал и защищал свою диссертацию именно на базе этого института тогда еще, Московского педагогического имени Ленина. И вчера мы тоже очень много о них говорили и встречались вот с коллегами с этого университета. Вот. Ну, если вопросов, вот в чате, по-моему, не прибавилось вопросов, насколько я вижу, если сейчас... Светлана Карпова меня спросила, могу ли я назвать, какие эти регионы. Ну, Светлана Карпова, да, поблагодарила, спасибо. Вы знаете, я, конечно, не буду этого делать, я не буду это называть, вот, тем более, что министры этих регионов, вот вы знаете, что у нас всегда осенью бывает, они эту информацию получат и меры какие-то примут. Коллеги, я просто, знаете, тоже, к сожалению, должна отключиться, у нас другая ситуация. Видите, я же вещаю с официального, а у нас же сейчас идут курсы подготовки экспертов по всем предметам. И у нас вот тут уже, как говорится, мне уже там показывают, что уже сейчас должен прийти коллега, ему надо настраиваться, там, я не помню, какой сегодня предмет. Итак, значит, ну, прежде всего я, конечно, прошу вас передать мои поздравления нашему уважаемому коллеге. Вот, Спасибо. Главное здоровье. И в завершение я хочу еще раз выразить благодарность университету за возможность пообщаться, еще воспользоваться какой-то площадкой для того, чтобы донести какие-то знания, да, вот, информацию из первых уст, что говорится. Надеюсь, что когда в следующем году мы будем проводить это мероприятие, то мы все встретимся очно. Я очень на это рассчитываю. Вот, Да. это первое. Второе, я хочу всех поблагодарить за тех, кто послушал, поблагодарить коллег, педагогов за их работу. Мы видим эти результаты, сказать, что мы тоже очень стараемся, чтобы ваши усилия и наши усилия работали на одну цель для нашего ученика, для того, кто учится, кто занимается, чтобы он мог реализовать свой потенциал. Ну и, конечно, наверное, последние 2 года всем желаю здоровья. Самое главное. Будьте здоровы, счастливы. Я рада, что у меня была сегодня такая возможность. Вон уже коллега пришел. Все, значит, Спасибо. благодарю вас за внимание тоже. Спасибо. Спасибо, Татьяна Евгеньевна, вам. Благодарим вас и благодарим, конечно же, да. Благодарим, конечно же, мы
руководство Федерального института педагогических измерений Оксану Александровну, директора, да, в лице директора, и за предоставленную площадку, потому что действительно, как мы понимаем, что ресурсы сегодня информационные, технические имеют очень большое значение для общения. И такая площадка была нам предоставлена нашему университету. Огромное еще раз всем спасибо. Коллеги, мы завершаем и сегодняшнюю площадку пятую, да, и завершаем нашу конференцию. Очень надеемся на то, что подобные мероприятия нам удастся проводить и в очном формате, так как мы привыкли это делать. Но нужно сказать, что было очень много плюсов и в дистанционном формате. И поэтому я должна сказать, что все те, кто участвовал с нами на протяжении этих 2 дней, наши участники в разных площадках, в пленарном заседании, у вас есть возможность на тот электронный адрес, откуда вы получали приглашение, на этот электронный адрес присылать свои предложения, которые можно будет включить в резолюцию, и мы с удовольствием их будем рассматривать и доводить, да, до, соответственно, ведома тех, до кого нужно, да, кому будут адресованы, в чьих полномочиях будут возможности решения данных предложений. По публикации, конечно, я уже говорила вчера на пленарном заседании, что сборник по конференции в электронном и печатном варианте мы будем делать, ну, в основном в электронном варианте, наверное, да, мы будем делать к середине декабря, планируем его выход, поэтому возможность оформить свои прекрасные доклады, а их было очень много, прекрасные доклады и на пленарной сессии, и прекрасные доклады на всех секциях, которые очень хорошо работали, на всех площадках, которые хорошо и продуктивно поработали вчера и сегодня. Поэтому оформляйте свои доклады. Кто-то уже прислал нам публикацию, у кого-то эта возможность будет еще до 7 ноября. До 7 ноября мы ждем эти ваши публикации, ждем для того, чтобы наш сборник был действительно содержательным, красивым, юбилейным, как нам и хотелось это сделать для нашего общего дела и, конечно, нашего юбиляра. Вот. По сертификатам на следующей неделе мы также по электронной почте вам, туда, куда пришло приглашение, всем зарегистрированным участникам будут высланы сертификаты или электронные, которые вы сможете скачать для своего портфолио, там кто-то для эффективного контракта, кто-то просто для своей профессиональной научной педагогической копилки. И мне хотелось бы сейчас в завершении сказать огромные слова благодарности всем участникам, всем тем, кто откликнулся, тем ученым, несмотря на занятость огромную, тем не менее, тем, кто нашел время и подготовил доклады, и активно выступал в наших заседаниях, и просто нас слушал. Спасибо огромное, что вы откликнулись и что темы, которые были подняты, нашли интерес в нашей профессиональной, педагогической, научной общественности. Я благодарю руководство нашего вуза, что предоставили нам прекрасные площадки в течение 2 дней. Прекрасные площадки, где мы смогли встретиться с коллегами, обсудить эти вопросы. И благодарю не только, и благодарю отдельно еще и, нужно сказать, Институт непрерывного образования, поскольку одна из ссылок, которая просто прекрасно не подвела нас ни разу, да, ресурс Zoom нам был предоставлен этим институтом. Огромное спасибо, Гузель Ибрагимовна, таким замечательным возможностям. Тоже огромное спасибо технической поддержке. То есть вообще нужно сказать, что сейчас все, что происходит, вот это действие, да, возможность встречаться, оно происходит благодаря тем, кто остается за кадром. Но это сейчас практически самые главные люди, от которых зависело в эти 2 дня все. И поэтому спасибо огромное нашей службе нашего института, IT-службе, тем ребятам, которые вот сейчас здесь и меня тоже слышат. Вот. Назову Эрнест, Тимур, Рамис Саматович, то есть те ребята, которые практически все 2 дня были с нами. Ну и, конечно же, всем спикерам, которые выступали, принимали участие, и всем коллегам нашего института, оргкомитету, которые очень долго мы готовили это мероприятие, которые тоже очень активно, самоотверженно в нем участвовали, помогали в организации. Спасибо огромное всем коллегам. Спасибо за такой замечательный, радушный отклик и интерес.
Надеемся, что все, кто не смог принять участие на YouTube-канале нашего университета, YouTube-канале нашего партнера, Центра «Авроры», смогут еще и послушать и какие-то моменты взять, может быть, себе на заметку. Ждем ваших предложений в резолюцию. Адрес у вас на почте. Добрый день. Разрешите, Оксана Алексеевна, от имени, наверное, всего педагогического сообщества выразить слова благодарности, потому что сегодня, послушав и по ЕГЭ, и вчера, поработав на площадках по работе с одаренными, по истории, по направлениям истории, там, посмотрев новые технологии и приемы, мы очень много что получили. Хотим обратиться с просьбой, что если будет возможность, институт нам организует встречи еще и по истории с разработчиками ЕГЭ, и мы получим и эти знания, то это было бы замечательно. Но еще раз хочу сказать большое спасибо вам, всему вашему институту, педуниверситету, который организовывали это, потому что это получилась такой практикоориентированная конференция. То есть то время, которое мы потратили, можно сказать, мы потратили его с большой пользой. Поэтому большое вам спасибо. Ну и дальнейшего нам с вами сотрудничества. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Владимирович, на добром слове, потому что эта оценка для нас очень важна. Для этого оно все и делается. Когда получаешь такую оценку, понимаешь, что, дай бог, чтобы, да, что не зря наши труды, а это сейчас самое главное. Спасибо, благодарю всех за сотрудничество и надеюсь на плодотворное сотрудничество в любых других мероприятиях. Мы открыты всегда на связи и с удовольствием примем участие также во всех мероприятиях наших партнеров и коллег, которые нас поддержали. Спасибо большое. Отключаемся.